Укрепление единства народов, мероприятия по профилактике экстремизма и духовно-нравственному воспитанию молодежи, проведение просветительских акций и многие другие пункты выполненного годового плана обсудили на коллегии Министерства по национальной политике, печати и информации. Подробности в сюжете. Главная цель деятельности министерства, исходя из многонационального и поликонфессионального состава населения Республики Ингушетия, это сохранение стабильности развития межэтнических и межрелигиозных отношений, отметил в своем докладе Руслан Волков. Также он рассказал и про основные задачи, на решение которых была направлена работа Миннаца в сфере реализации государственной национальной политики в 2019 году. В рамках деятельности по духовно-нравственному воспитанию, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений населения министерством проведены мероприятия с участием общественных организаций, религиозных объединений, представителей национальных культурных общин региона, молодежи, жителей республики. Активную работу проводим с этническими душами на территории других субъектов Российской Федерации, с молодежью. В Пятигорске встречались, в Уфе, в Москве. Был у нас выезд и в Казахстан. Ряд основных задач министерства, в числе которых реализация в регионе стратегии государственной национальной политики на период до 2025 года и программы, направленные на укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики. Также в ходе заседания со своим докладом выступил и главный редактор газеты «Ингушетия» Шамсудин Боков. По его словам, начиная с 2015 года для привлечения новых подписчиков и прежде всего для увеличения ее присутствия на региональном информационном поле, редакцией предприняты ряд мер. В целях оптимизации структуры ГАУ редакции газеты «Ингушетия» изменено штатное расписание. Проведена работа по изменению структуры газеты и автоматизации рабочего процесса. За счет собственных средств, которые заработаны были редакцией, я отмечу, там бюджетных денег нету, материально-техническая база редакции обновлена на 100%. Для нужд редакции закуплена оргтехника, офисная мебель и 2 новых автомобиля. Качественно изменен дизайн газеты, формат материалов редакции. Также было принято решение перейти на популярный формат А3 и выпускать газету объем 24 полосы и более с периодичностью 1 раз в неделю. Заседание итоговой коллегии Миннаца продолжилось с награждением присутствующих. Так, за активное участие в мероприятиях по формированию и развитию подрастающего поколения высокого патриотического сознания была вручена грамота руководителю штаба регионального отделения Юнармия. Также Михаил Илезов уделил особое внимание и юным активистам этого движения, в числе которых Амина Акталиева. Она уже на протяжении 3 лет представляет Ингушетию в разных регионах страны. Но мне понравилось, ведь я хочу защищать свою родину, любить ее, уважать и беречь ее природу. Завершая встречу, участники также выразили уверенность в том, что реализация мероприятий и координация деятельности исполнительных органов государственной власти, также и органов местного самоуправления республики по вопросам сохранения языков, поддержания самобытной культуры народов, проживающих в регионе, эти и другие первостепенные задачи будут и дальше стоять во главе министерства. Зелимхан Калоев, Адам Мирышков, Адам Далаков, Новости 24.